Скажите, вы утверждаете, что вас оговорили. Да. Мотив людей, которые вас оговорили, как вы считаете? Какой? Чтобы самим избежать уголовной ответственности в той мере, которая возможна. Это подтверждается тем, что за то время, как я находился в страже накануне, те лица, которые непосредственно получали деньги от звездодателя, предполагаемого по версии следствия, находятся на свободе, свободно передвигаются по территории Российской Федерации, несмотря на то, что у Кабаева, тот, который меня оговаривали, была избрана мера пресечения домашнего ареста, он должен находиться в Сыктывкаре. Тем не менее, орган следствия ему предоставил возможность выезжать в город Москву, в город Казань, тем самым предоставив возможность общаться с другими лицами, которые проходят уголовное дело. Лица, которые вас оговорили, действовали в своих интересах или по заданию, по указанию кого-то, как вы считаете? Я не могу этого сказать, потому что не знаю. Я считаю, что тут разные мотивы, ну, прежде всего, свои интересы. Но это же понятно. После того, как Кабаев меня оговорил, ему изменили меру пресечения, и он был освобожден из-под стражи. Относительно Ситникова, что вы можете сказать? А что могу сказать? Ситников, он... Его ввели в заблуждение, вот и все. Его ввели в заблуждение. Ему хотелось выйти из-под стражи, ему предложили заплатить за это деньги, он эти деньги выделил. А где эти деньги осели, на сегодняшний день до конца следствия не выяснили. Деньги вы не брали? Деньги. Скажите, пожалуйста, вот условия содержания можно немножко осветить? В каких случаях содержитесь, в одиночке или с кем-то? Я содержусь в нормальных условиях, которые установлены нормами, которые предусмотрены нашим законодательством, системой строительных учреждений. Нормальные условия. Отношения Вас они с... устраивают? Значит, не устраивает. Вы сказали условия, Я которые считаю, что соответствуют таким-то условия, нормам. которые предусмотрены законодательством, они соблюдаются. Они соблюдаются. Отношения с сокамерниками, как у вас складываются? Нормально, человеческие отношения. Вы не болели коронавирусом? И вообще заразиться в условиях содержания СИЗО можно? Так, я не компетентен, во-первых, я не имею права. Ну, это вопрос к тому, как соблюдаются там меры эпидемиологические. Ну, мне трудно сказать, вы же понимаете, что я содержусь в камере, я знаю, какие меры принимаются. Вам разрешают свидание с родными, с адвокатами? По содержанию никаких вопросов нет, Вы считаете, вам удастся доказать свою правоту? ну, как я могу сказать, сегодняшний день решает суд, для этого будет судебное следствие, я надеюсь, Главное лицо, которое вас оговорил, это Шабаев. Можете сказать что-то о нем? Что это за человек, какая у него история? ну, как я могу сказать, ну, человек, судя по поступку, у меня были с ним нормальные взаимоотношения, я его знал достаточно долгое время, я считал его порядочным офицером, доверял ему, поэтому сказать, ну, еще раз говорю, поступки говорят сами за себя. Доверяли в каком плане? Доверяли в каком плане? Ну, как коллеги. Какое-либо давление на вас оказывается? Нет. Сколько у вас сейчас адвокатов? Зачем я сейчас буду об этом говорить? У меня адвокаты в разное время подключались разные, поэтому сказать это У вас нет претензий к адвокатам? К своим адвокатам нет претензий? нет, конечно. В обвинении, значит, какой-то коттедж, который вы якобы приобретали. Это действительно ваш? Ну, это, понимаете, это вопрос еще разбирательства судебного, и сейчас я не хочу об этом говорить. А вы по-прежнему придерживаетесь к позиции, что вас должны судить одновременно с посредниками? Ну, конечно, потому что это состав преступления взятничества.
Это единый состав, который состоит из сдачи взятки, из посредничества во взятке, это равно понятие преступления. И как можно рассматривать его отдельно, я считаю, законом это не предусмотрено, когда я, как взятка, предполагаемый взяткополучатель, буду рассматриваться, а взяткодатель и взяткопосредники взятничества, они будут выступать в качестве свидетелей в этом судебном процессе. То есть статья Уголовно-процессуального кодекса 154, которая не предусматривает таких оснований для выделения уголовного дела, которое было сделано там четко определено, что не может быть выделено. Но тем не менее, орган расследования принял такое решение процессуальное. Я считаю, в этом нарушено мои права. А процессуальный статус Ситникова, как взяткодателя, он как, он освобожден от уголовной ответственности или... Я на сегодняшний день не знаю. На тот момент, когда мое уголовное дело было выделено, в августе месяце оно было выделено, я больше с материалами же не знаком до уголовного дела. На тот момент он был подозреваемым по уголовному делу, в котором было соединено. Было подозреваемый Мартиросян. Шабаев был обвиняемый на тот момент. Поэтому, что с ними, какая их судьба на сегодня, нам неизвестно. Получается так, что на сегодняшний день они будут намечены вот это обвинительное заключение, которое было следствием дано, они будут выступать в качестве свидетелей, никакой процессуальный статус, что я считаю тоже недопустимо. Спасибо.